Куат Хамитов сравнил призовой боксер с ценником эскортниц, за что Оскар де ла Хойя проехался по Дана Уайту. И Назым Казайбаев вновь творит историю, друзья. Всем привет! Меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. Назым Казайбаев – героиня недели, друзья. Казахстанская боксерша Назым Казайбаев вновь вписала свое имя в историю, одержав блестящую победу в финале чемпионата мира 2025 по боксу среди женщин, который проходил в сербском городе Ниша. В решающем поединке весовой категории до 48 килограмм Казайбаев уверенно разобралась с россиянкой Юлией Чунгалаковой, выиграв со счетом 5-0. Таким образом, Назым Казайбаев в третий раз стала чемпионкой мира. Ранее 31-летняя казахстанка уже поднималась на высшую ступень пьедестала. Это в 2014 и 2016 годах. В ее коллекции также есть бронза Олимпиады 2024 и титул чемпионки Азии 2021. Истинная легенда казахстанского бокса. С новой победой, Назым! Золото дешевле ночи? Громкое заявление казахстанского бойца призовых чемпионата мира по боксу. Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов вновь привлек внимание громким высказыванием. В своем инстаграм-аккаунте он сравнил призовые за золото чемпионата мира по боксу среди женщин с оплатой услуг эскортницы. Файтер не сдержал свои эмоции, заявил, что выбросил бы такую награду, как Мухаммед Али, но не в реку, а в туалет. Размеры выплат за медали в Казахстане действительно вызывают споры. Чемпионы мира по олимпийским видам спорта получают от государства 15 тысяч долларов за золото, 7 тысяч за серебро и 5 тысяч за бронзу. Высказывание Хамитова всколыхнуло общественность и вновь вызвало новую волну обсуждения о поддержке спорта в стране. Кстати, что вы сами об этом думаете, обязательно напишите нам в комментариях. На днях экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор посетил Белый дом и встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время этой встречи Макгрегор выразил обеспокоенность миграционной политикой Ирландии, заявив, что ирландское правительство игнорирует мнение своих же граждан. То, что происходит в Ирландии, это пародия. Наше правительство – это правительство нулевых действий и нулевой ответственности, сказал он журналистам в Белом доме. Он добавил, что деревни в Ирландии захватываются одним махом и рассказал о нелегальном иммиграционном рэкете, ссылаясь на огромные суммы, выплачиваемые налогоплательщиками за предоставление убежища. Эти заявления вызвали негативную реакцию со стороны ирландских лидеров. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин подчеркнул, что мнение Макгрегора не отражает позицию ирландского народа и, как он сказал, не соответствует духу праздника. Заместитель премьер-министра Саймон Харрис также отметил, что Макгрегор не представляет Ирландию на официальном уровне. В ответ Конор заявил: «Я являюсь работодателем для более чем 200 человек». Он не является работодателем ни для кого. Все доступные нам показатели говорят о том, что правительство Ирландии в настоящее время подвело народ Ирландии. За 10 лет центр Дублина превратился из одного из самых безопасных городов Европы в один из самых опасных. Что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Стали известны гонорары новой лиги Дана Уайта и Турки Аля Шейха. TKO Boxing, финансируемая Турки Аля Шейхом и управляемая Дана Уайтом за 10 миллионов долларов в год, начинает формироваться. Уайт сообщил, что планирует подписать более 150 бойцов и ограничить число весовых категорий, оставив такие же дивизионы, как в ММА. Лига рассчитывает проводить первые бои с 2026 года. Контракт предполагает участие в поединках каждые 5 месяцев, а в первый год до 4 боев. Гонорары бойцов в зависимости от рейтинга будут от 20 до 75 тысяч долларов. Контракт также включает гибкую систему выплат для главных боев на PPV и долю в сторонних турнирах, где боец получает 90% от выплат. TKO намерена получить лицензии и проведет встречу с официальными представителями бокса уже на следующей неделе. Некоторые эксперты считают, что лига ориентирована на молодых и средних бойцов. Оплата, зависящая от рейтинга, вызывает опасения манипуляций, однако Уайт активно набирает матчмейкеров и скаутов. Аля Шейх заявил, что рейтинг TKO будет независимым от The Ring Magazine, которым он владеет. Уайт отвергает сотрудничество с санкционными организациями, предпочитая собственные пояса, что нарушает пакт Али. Аля Шейх уверяет, что 4 традиционных пояса останутся, но модель TKO вызывает споры. Многие пытались захватить бокс, но никто не смог. Оскар де ла Хойя жестко высказался о Дана Уайте и его попытке ворваться в профессиональный бокс. Легендарный экс-чемпион мира в 6 весовых категориях и глава Golden Bow Promotions Оскар де ла Хойя подверг критике Дана Уайта за его стремление освоить мир профессионального бокса.
Дана Уайт не разбирается в боксе. В наш спорт уже приходили влиятельные известные люди, которые годами пытались продвигать свои промоушены и придумать что-то новое. Но все они делали это неправильно, и изменить классический бокс у них так и не получилось, заявил Де Ла Хойя. Такие слова от человека, который сам десятилетиями выстраивал карьеру в боксе, это серьезный сигнал. Удастся ли Уайту доказать обратное, или его попытка станет еще одной неудачной? Шон Брэди усомнился в навыках Леона Эдвардса перед их боем в Лондоне. Один из топовых полусредневесов UFC Шон Брэди прокомментировал предстоящий поединок против экс-чемпиона дивизиона Леона Эдвардса, который возглавит UFC Fight Night 255 22 марта в Лондоне. В 3 из 4 последних боев у Леона были серьезные проблемы с грэпплерами. Он проиграл Белалу, на мой взгляд, уступил в 3-м бою с Камару и проигрывал во 2-м, пока не выкинул тот хайкик. А поединок с Колби вообще был ужасным. Он утверждает, что постоянно сражается с грэпплерами, но, честно говоря, выглядит он против них неубедительно, приводит слова Брэди MMA Fighting. Сможет ли Брэди воспользоваться этим слабым местом Эдвардса, или чемпион заставит его замолчать в октагоне? Ответ узнаем уже 22 марта. В соглавном бою Ян Блахович, который занимает 3-е место полутяжелого дивизиона, схлестнется с 6-м номером, нокаутером из Новой Зеландии Карлосом Ульбергом. Последний бой поляк провел в июле 2023-го, тогда он уступил Алексу Перейра в раздельном решении. Ульберг же идет на хорошей серии из 7 побед. На этом у нас все, друзья. Поздравляем с весенним праздником Наурыз и желаем всего самого светлого и доброго. Всем пока!